вопрос. А с чего ты взял, что Абхазия это отдельное государство? Отвечай. Ну ты докажи, если это Грузия, докажи. Хорошо, согласно нормам международного права, Абхазия является частью, ну, по существу. Согласно нормам международного права, Абхазия это Грузия. Чем будешь бить? Хорошо. Ты можешь с грузинским паспортом поехать в Абхазию? Давай по факту. Ну, я не могу, потому что там сейчас почему, если это Грузия, почему ты не можешь? Потому что там это оккупированная территория, где стоят чужие войска и оккупационный преступный режим. А как называется ваша... Они вам не подчиняются. Не, подожди. Они нам не подчиняются, потому что сейчас там российские войска. Они подконтрольны России. Но согласно нормам международного права... Подожди, Санжар. Согласно нормам международного права, Абхазия это Грузия. И то, что там сейчас находятся россияне со своими войсками, со своим марионеточным режимом, не означает, что Абхазия это отдельное государство. Абхазию никто не признал. С ней никто не ведет дипломатических международных отношений. Кроме парочки банановых республик, которые тоже потихоньку уже отзывают свое признание, ну и непосредственно страны оккупанта. Ну, однако живут же они. Что они живут? Вот в Приднестровье тоже живут люди, что? Но никто не говорит, что Приднестровье не Молдова. Ну, кроме россиян. Живут, зато никому они не подчиняются, сами себе хозяева. Не подчиняются? Окей, у меня вопрос к тебе. Нет. Вот когда абхаз, когда идет в магазин покупать хлеб, он какой валютой хлеб покупает в магазине в Сухуми? Рублями. Хорошо, а как в независимом государстве чужой валютой нужно покупать хлеб? Почему так? Ну, потому что рубли там котируются. Почему? А почему нет почему не своей валютой? Почему, например, у нас в магазине, почему в Грузии, в Тбилиси в магазине не котируется евро? Почему я сейчас не могу взять евро и пойти в продуктовый магазин купить хлеб? А вот в Абхазии нужно иметь рубли. Послушай. И что? В Узбекистане я живу, все у нас расценивается в долларах, так как у нас местная валюта потерпела большую девальвацию. Меня серьезно заливаешь, что ты покупаешь в долларах хлеб в магазине? Нет, более дорогой я покупаю. Что ты мне тут свистишь? Что ты более мне тут дорогой я свистишь? покупаю. Что, например? То есть телефон ты покупаешь в долларах? Давай проверим информацию. Пожалуйста. Не хочешь местную валюту, хочешь в долларах. Я вот в долларах предпочитаю. Стоп. Какой валютой покупают смартфоны, например? Вот я сейчас Яндекс, не западный Google и так далее. Русский скрепный Яндекс. Какой валютой покупать смартфоны в Узбекистане? Окей. Так. В местных валютах. А тогда что ты мне свистишь про доллары? Я говорю, хочешь сумму, но предпочтение отдают людям в доллару. Окей, давай так. Я задам вопрос. Слишком далеко отошли. Не, почему? Я следую твоей логике. Я тебя спросил, почему независимые опсны хлеб покупается за рубли? Ты мне решил в аналогию сыграть. Вот я и следую твоей логике. По-моему, ты свистишь. Потому что, как ты говоришь, это непризнанное государство. Но при этом они не подчиняются Грузии. Никем. Это непризнанное государство, которое является частью Грузии. Конечно. Никем не признано? Оно не признано никем, кроме 5-4 государств, банановых республик, и, собственно, страной оккупант. Ну да, Россия страна оккупант. И что теперь? А кого это понимаешь, ебет? здесь действует... А кого ебет? Давай я скажу. Можно я скажу? Я же тебя не слушаю. В мире действует закон джунглей, понимаешь? Кто силен, тот и победил. Согласен? Кто тебе такое сказал? Кто тебе такое сказал? Ну, это
Это, понимаешь, это так, по существу. Ну, кто Может, в тебе регламенте значит, написано в мире по-другому, но на самом действует деле один так, закон. понимаешь? Кто В сильнее, мире тот и действует один победил. закон. Закон джунглей. международного права. Закон международного Международного права. права? Что, США Да. соблюдает международные права? Израиль соблюдает? Знаешь, в чем дело? Я не буду говорить сейчас за США. Знаешь, что позволено Юпитера, то не позволено Овалу. Знаешь такое выражение? Вам было позволено в 2008 году бомбить Осетию. Да, абсолютно. По каким международным Потому правам что мы сейчас восстанавливали, можно это мы в положить? 2008 году восстанавливали свою территориальную целостность в нормах Убивая Конституции. невинных жителей Осетии? Мы имели на это полное юридическое и моральное право. Имели А право вот эти вот беззащитных людей сказки, убивать? про беззащитных людей и так далее, ты это рассказывай в студию Соловьева, хорошо? Грузия в Нет, Соловьев тут 2008 ни при чем. году имела Соловьев ни при чем. да мне плевать, как ты относишься к Соловьеву. Грузия имела полное право восстановить свою территориальную целостность военным Насилие, путем. геноцида? И путем насилия. Да, и путем насилия. И путем геноцида? Это не запрещено. Геноцид был устроен грузинскому населению в Осетии. Об этом заявил Совбез ООН. Никакого геноцида Нет, Совбез осетинского ООН народа, конкретно никакого подтвердил, что вы геноцида вторглись осетинского незаконно. народа Совбезом ООН не было установлено. Был установлен Совбез лишь ООН и геноцид признала, то, что грузинского народа. вторглись незаконно. Нет, Совбез ООН этого не признал. Совбез ООН признал, что Грузия Ну ты как первым грузин начала рассуждаешь. обстрел. Я рассуждаю Если вот у согласно нейтрального нормам человека спросить, он международного по-другому права. сейчас будет рассуждать. Здесь не может быть другой нейтральной стороны. Здесь есть либо сторона международного права, либо сторона беззакония. И согласно Ты нормам признаешь, что международного права... Абхазия это земля абхазов? Нет, Абхазия это земля В грузин. 1938 году целенаправленно туда заселяли евреев. вообще знаешь, что такое Абхазия? Вранье. Это очередная абсурдская сказка. Есть, когда ты будешь в Абхазии, хотя, подожди, не перескакивай с темы на тему, я этого не люблю. Сначала разберемся с нормами международного права, а потом я тебе преподам урок истории. Не Atizma, переживай, я я это очень хорошо умею. მაცალე ერთი წამი ამას მოუთხნავ გაუშვებ და იმას სხვას ამოვიყვან. Итак, согласно, есть либо сторона международного права, где Грузия имеет полное право военным, невоенным путем восстановить свою территориальную целостность, а есть сторона беспредела беззакония, которой придерживается Россия. Она этому придерживалась в 92-93 годах и в 2008 году, когда поддерживала финансово и военным путем. Ну кай, да, съебался.